Друзья, всем большой привет! На календаре 21 декабря. С наступающим всех Новым годом. Мы на реке. Вчера не проверяли. Ездили в деревню за мясом. Сегодня вот выехали на речку. Переправа у нас еще не открыли переправу и почему-то не заливают. Ну, может быть, из-за того, что потеплело, всего -5, хотя южный ветерок и довольно так продувает. Вот. На реке никого. Рыбаки были. Один рыбак ушел, рыбачка ушла. Поклевок нет от слова совсем. Вот и сосед мой тоже порыбачил. Тоже уходит. Тоже ничего, видать, не клюет. Так, начинаем проверку, но прежде хочу передать привет Владу, который сейчас на вахте, который сейчас работает и который через неделю приедет. Влад, ты просил переставить палки чуть-чуть повыше. Вон, как мы видим, выше стоит уже палатка, и с самого берега до середины реки все перегорожено. Ну, не перегорожено, а палки уже выставлены. И вот мужик идет тоже уже на берег, видать, ничего не ловится. Все уже покидают лед. Время 12 часов, а уже все уходят со льда. Клёва нет от слова совсем. Говорил с мужиками, которые с нижних деревень тоже поднимают, со Скаляпа, с Покчи. Нет нигде крупного налима. Так что обращаюсь к Жорику, который написал в телеграм-канале, что не позорь, мол, Печору и себя. То, что когда я выставил фотографию 4 налима весом 2400. Такой налим, если бы даже ловился, было бы за счастье. Ничего в этом позорного не вижу. Я ловлю рыбу своим трудом, я кормлю семью. Пусть он даже не крупный, мелкий, но это свежатина, это жареха, это вкусно. И не надо покупать. А Печору, чем не позорить Печору? Зрители канала отлично видели, что рыбы на Печоре достаточно в летнее, весеннее, осеннее время. А зимой, да, зимой рыба на Печоре хитрая, но она есть, никуда она не девается. В низовьях реки Вижемском, Устильмском районе, Нерян-Маре налимы здоровенные, щуки здоровенные. Дима Канев ловит, Димке привет тоже. Мужики ловят, рыба на Печоре есть. А вот у нас здесь в верховьях, в верхнем течении, зимой она куда-то почему-то начала пропадать. Хотя и даже в лучшие года, когда отец мой рыбачил, это лет 30-40 назад, по первому льду рыба клевала в ноябре, в декабре он всегда палки поднимал. Потому что в декабре даже тогда наступало глухозимье. В январе он начинает опять налим ловиться. Так что ничего позорного в этом, Жорик, нету. Мы рыбу ловим, пытаемся. Мы дома не сидим, с дивана не пишем комментарии. Мы на реке. Вот. Начинаем. Это предисловие. А сейчас мы будем ловить, ну как, рыбачить. Ловить рыбу — это когда рыбу вытаскиваешь одну за одним. Это просто говорить: на Енисее, да, Костян рыбу ловит. На Енисее рыба ловится всю зиму. В Якутии рыба ловится. А у нас вот зимой вот это выеживается. Так, запас живцов у нас есть. Сейчас мы это дело сюда в ведерочко. Ну, как мы видим, натяжки опять же нет. Натяжки нет. Сюда наживляли последний крючок. Вон, гальян раз. Хотя нет, на малька там что-то даже и попалось. Вон гальянчик. Вон второй гальян. И третий был насажен мальком. И на малек что-то он попал. Вот такой вот налимчик. Попадал вот на малька. Небольшой налимчик. И уже помер. Этот еще меньше. Этот вообще малыш, но он уже задохнулся. И мы его возьмем с собаки. Потому что жабры уже побелели, так как вчера не проверял. Вот поставил мелкого малька. Так, видно, надеюсь, да? Ага. Мелкий на лиме попался. А на крупного гальяна не попадает. Хотя осенью налим на такого крупного ловился, потому что налим был крупный. Вот. Как-то вот так. Вы сами все видите, как, что здесь происходит. И ничего в этом позорного нету.
когда рыба ловится хорошо, много ума не надо, закинул да поймал. А вот когда не ловится, вот самое интересное поймать эту рыбу, когда рыба не ловится никому, нигде, а тут бац и поймаешь. Ну, если мы будем ловить, мы ее все равно поймаем. А ловить нам осталось ровно неделю. 28-го приезжает Влад, и я ему сдам этот участок в лучшем виде. Все. Теперь наживляем, отпускаем, проверяем дальше. Поехали дальше. Вторая палочка. Так, ну здесь какая-то натяжечка есть. Что-то там есть. Вот такой вот небольшой налимчик. Попал на озерного гальяна. И что там? И вот на малька опять же попал дохлый. Не дохлый, а малыш попал и сдох. Вот маленькие крючки с мальками, что плохо, попадают вот такая мелочевка налимовая. Как бы ставлю-то на язя, на хариуса, попадает вот такая вот мелочевка. А вот этот уже жаренок. Этот уже более-менее попал на озерного галяна, более крупный. Отличная вкусняшка будет на сковородке. И пофиг мне на ваши высказывания диванных критиков. Там позор, не позор, не позорься. Как ни крути, а фактически рыба на столе у меня свежая всегда есть на ужин. Как-то вот так. И пошли все в задницу. Умные диванные критики, блин. В кавычках. Третья. Третья. Так, здесь у нас карасик. Что-то небольшая натяжечка есть. Тоже, наверное, на малька опять что-то клюнуло. Ну да. Вот такой вот налим. Этот не совсем малыш, но почему-то тоже сдох. Вот стоит один день не проверить, и уже все дохлые. Потому что заглатывают. Ну ничего, нормально. Полезай в кузовок. Поехали дальше. Здесь походу крупного тоже ничего нет. Если крупный, он сразу показывает, что он есть. А мелкое что-то походу есть. Натяжечка есть небольшая. Вот такой вот налимчик. И там еще, наверное, что-то есть. Нет? Нет, все. Вот такой вот шкет. Позорный шкет. Ну, заглотил шкет. Вот такой вот крючок озерного гальяна заглотил. Пойдешь на сковородку. Мелкий он или крупный, от этого ничего не меняется. Налими в Африке, налим. Так, ну а здесь есть что-нибудь, нет? Где язы-то у нас? Языки. Кто-то закрутил. Может быть, это язь? Нет, это не язь. А может быть, и язь. Нет, это вот такой вот налимчик. Жаренок. Вот такой вот жаренок. Да ёшкин так вот. Заглотил по самой небалуй. Ну такой вот. Пойдешь на жареху. О! Ведро потихоньку наполняется.
Так, это тебя никто не берет, да? Так, ладно. Вон, был бы крупный налим, он бы не отказался от такого удовольствия. Но крупного нет. Этого малыша, если он сам не сойдет, если на него крупный не пойдет, будем убирать крючки, мы, конечно же, отпустим. Смотрим дальше. Так. Что-то какая-то небольшая натяжечка есть. Походу мелочь пузатая. Ага. Мелкий. Кулома. Вот такой вот. Ну, сковородку пойдет. Они жабры белые уже. Значит, собаки. Блин, ну стоит только один день не проверить, и уже понацеплялись. Вот что делает малек с маленьким крючком. Так что не надо говорить вот то, что вот мелкого налима ловишь, откуда будет крупный. Крупный налим есть только по открытой воде. А этой мелочи, не знаю где крупный, но этой мелочи столько же, сколько гальянов в той яме, где в прошлой серии мы смотрели. Очень и очень много, а крупного почему-то нет. Куда-то скатывается, видать, более глубокие места по низовью. Смотрим дальше. Так, трахейного походу здесь тоже нет. Никто не дергает. Никого не слышу. Никого не вижу. Нет, что-то дергает там небольшое. Куда-то вот туда унесло. Язь, наверное. Ну-ка давай, язек, покажись. Язечек. Нет, налимчик. Вот такой вот. Вот такой вот дрищ-пакет. И пойдешь. Вот такие уже нормально. Как раз на сковородочку. На 3-4 части порезать и шикарно. Два таких налимчика, считай, полная сковорода уже. Вот и крайняя палка у нас. Палочка с тюрьмой, палочка с телевизором. Ну, конечно же, есть надежда, что здесь будет хороший налим. Без надежды никуда. Даже теоретически здесь крупный налим уже середины декабря ловиться, по идее, не должен, но все-таки не на стадионе палки стоят. Так, а на реке. Ох, кто-то намотал-то как. Намотал-то кто-то как. Кто там такой смелый? Вот такой вот дрищ-пакет. Ну, тебя мы оставим вместо живца. Мотай дальше. Может быть, кто-нибудь до тебя зацепит. Вот так вот он намотал. Вот так вот он намотал. Ладно, этого оставляем. Здесь все разматываем. Он крутился вокруг палки. Круги нарезал. А налим был бы крупный, он бы это дело так не оставил. Так, сейчас мы всех оставшихся живцов вот с помощью такой воронки, с помощью такой вот вороночки закинем в наш телевизор. Вот так вот, чтобы по одному не кидать. Вот так вот раз. Все. Все готово. Блин. А наживить-то забыли, да? А, нет, там все. Живцы на месте. Все. И теперь вот так вот отпускаем. Все. Запас живцов есть. Это
Вот, и закончили мы нашу проверку. Сейчас от ветра повернемся сюда. Вы сами все видели. Улов у нас крупных налимов нет, но вот так вот килограмма 3 как минимум мы поймали. Больше даже, наверное, 3,5. Так что это уже не 2, а 3 жарехи. И ничего позорного, как пишет Жорик, я в этом не вижу. Было бы позорно, если бы я сидел дома, ничего не делал, сидел на диване и строчил херню всякую, там, комментарии другим рыбакам. Позорно, когда ты сидишь дома и ничего не делаешь. А я хожу на речку, ловлю налима. Ну, попадает мелкий, не попадает крупный, что теперь сделать? Крупного никто не ловит сейчас, блин, никому не попадает. Как вы сами видели, крупный гальян был. Крупный гальян есть, но налим на него не берет. Даже налимчик есть. Был бы крупный, он бы взял. А вот мелкого малька поставили, и как вы сами видели, мелкий налим нашлепал. Вот. У нас осталось 3 проверки еще. Так, 23, 25, 27. 3 проверочки еще мы сделаем. Если не будет крупных налимов, более-менее красивого улова, роликов делать не будем. Не будем травить душу сердобольным диванником, чтобы не портили свое здоровье, подпрыгивая на диване. Если будет что-то интересное, обязательно покажем. Как-то вот так. Ну а если мы не увидимся на реке, на рыбалке, если не будет роликов, заранее всех поздравляю с наступающим Новым годом. И будьте спокойнее, будьте проще, будьте добрее, в конце концов. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся.